Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные турецкие гадания. Мои дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Что важное придет, что по судьбе для вас идет? Пожалуйста, настройтесь на мое гадание, посмотрите на песочек, мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Что важное ко мне придет? Что мне по судьбе? Что идет в мою жизнь? Надеюсь, вы настроились на гадание. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности ответить на все ваши вопросы и дать вам ту информацию, которая станет для вас самой нужной и необходимой на данный период времени. Так, давайте же смотреть, какие события идут в вашу жизнь. Что? Так, интересно. Здесь я вижу людей, интересных людей, которые идут в вашу жизнь. Эти люди, их 4 человека. 2 из них как-то связаны между собой. Может быть, родственники, может быть, под каким-то либо они по крови родственники, да, либо они по браку родственники. Так, вижу человека, который, к вам идет с каким-то подарком, с каким-то подношением и с каким-то очень интересным, прям очень интересным предложением. Этот человек, он как будто бы какой-то долгий путь проделал, чтобы попасть в вашу жизнь. Так, и этот человек, он вам предлагает, понимаете, у него руки полные, он вам очень много всего предлагает. Кстати, человек может вам предлагать даже какой-то новый путь по жизни, да, может предлагать переезд, новую работу, новые какие-то возможности. И, кстати, этот человек может и брак вам предлагать, понимаете, вот такая идет ситуация. Еще я вижу такой момент, как будто бы дороги. Очень много дорог у вас предстоит. Будете отправляться в дороги. Дороги здесь как ближние, так и дальние. Но вы должны понимать, что дороги без усилия не получится. То есть даже по ближним дорогам вам придется прикладывать какие-то определенные усилия. Ближние дороги будут легкими, дальние дороги я вижу, что у вас такие какие-то непростые, реально непростые. Цифра 6 периодов времени у вас отведены на решение какого-то очень тяжелого, тяжелого дела, да, которое долго не двигалось. Это может быть 6 дней, 6 число месяца, 6 недель. Дело решится. Здесь я даже больше скажу, через 6 периодов времени у вас как будто бы вообще жизнь обновляется, полностью обновляется. Не знаю, какой-то такой странный знак. Так, еще хочу сказать для тех, кто в любви, в браке. Здесь у вас все хорошо происходит, здесь у вас там любовь и взаимопонимание, и даже гармония. Но ваша половинка, кто меня смотрит? Смотрит меня мужчина, значит женщина. Если смотрит меня женщина, значит ваш мужчина. Тоскует и скучает по вам. Как-то идет нехватка внимания, нехватка энергии. И человек, печалится, ищет причины, почему так все происходит, почему не достает ему вас, да, либо ей вас. Здесь реально не хватает. По материальной обеспеченности я вижу, что все неплохо. Я тут не вижу звезд с неба, но тем не менее, да, миллионов в карманы вы не засовываете, но тем не менее высшие силы вас не оставляют, денежка у вас есть. И в завершение, как при диагностику, да, что самое главное, у вас тут венчает вашу тарелочку, да, с песком, парусник, понимаете, парусник. Это какой-то важный этап вашей жизни начнется, понимаете, либо это какая-то очень важная дальняя поездка, которая в корне поменяет вашу жизнь, либо, по-новому ваша лодочка жизни, семейная лодочка как-то поплывет в направлении правильном, потому что парусник у нас смотрит в правую сторону, понимаете, здесь прям, сказать так, да, если у вас какие-то были проблемы, недопонимания в семье, в отношениях, то это все у вас уладится. Если у вас отношений этих в принципе не было, то они у вас будут, потому что все-таки и сердце есть, и 2 человека есть, и парусник именно семейной жизни, да, он именно семейности. Это к вам идет.
Так, сейчас будем еще смотреть, что нам песочек расскажет, что он покажет о переменах, о том, что произойдет. Да, давайте смотреть, что произойдет, какие перемены, что происходит, что у вас произойдет. Так. Угу. Какой-то зигзаг у вас получится. Зигзаг — это у нас постоянные какие-то, знаете, как вверх-вниз, ну, качели, да, по-нашему. Какая-то качель, да, вот какая-то ситуация, как будто бы вот из раза в раз повторяется. Она ждет, пока вы ее разрешите. Вот честно, вы ее как-то все время однообразно решаете, да, и всегда вы почему-то с ней вот попадаете в просак, да, вроде вы все можете, все вам по силу, но вот именно эта часть, она вот как-то не идет, честное слово. Здесь вам нужно попробовать как-то по-другому, по-новому. И здесь я вижу рекомендацию спросить у людей, спросить у окружения, как вам разрешить эту дилемму, как вам разрешить этот вопрос. В вашем окружении есть очень умная женщина, очень умная. Она просто, не знаю, какая-то гениальная, что ли. Либо она очень опытная, может быть, ну, она постарше вас, например, да, либо она, может быть, даже ваша мама, может быть, там, да, может быть, просто соседка, которая старше вас, которая вот именно имеет опыт в этом деле. Попросите ее, чтобы она дала совет. Она даст совет, и у вас получится. Еще я вижу музыку. Здесь нотка вышла. Это музыка. Музыка очень торжественная. Слушайте, ну, либо у вас вот свадьба будет, да, либо вы будете приглашены на какое-то торжество. Это может быть свадьба, юбилей, что-то типа такого. Очень даже вот вам понравится. Так, здесь у вас такой, знаете, амфора с двумя ручками. Ну, с кем-то вместе вы разделите большой успех. Здесь именно не один человек достигает успеха, а два человека достигают успеха очень успешными. Здесь еще я вижу опасность. Здесь вот меч вышел. Видите, какой большой меч с ручкой. Это меч, это опасность, острый язык, острые слова. Я вижу, что вы избежите опасной какой-то конфликтной ситуации. И это вам вот прям будет щекотать нервы, да, эта ситуация, она где-то будет развиваться рядом с вами, либо в вашу сторону, либо рядом с вами. И у вас будет, конечно, почему-то я вижу как соблазн, да, схватиться за этот меч и порубить все вокруг. Но нет, вы должны себя сдержать, не попадайте под провокации, не вступайте в конфликты. И если конфликт не ваш и происходит вокруг вас, то, конечно же, тоже не входите в него. Вот вам прям запрещено это делать, потому что прям опасная ситуация, очень опасная. Вы, если в этот конфликт пойдете, вы как бы много можете потерять и потом будете об этом сожалеть. Вот так вот идет. Так, у нас по центру орех вышел. Орех, но он какой-то немножечко, ну, как, знаете, как погрызенный, да, что ли, так скажем. Смотрите. Вы молодец, вы все делаете правильно, вы все делаете замечательно. Вот как бы, если по совести, да, то справедливость на вашей стороне. Но есть какой-то другой человек, который пытается ваше достижение себе присвоить, да, у вас украсть, присвоить, себе забрать. Это может быть как и по достижениям, так и может быть, например, человек подворовывает, да? Подворовывает у вас, потихонечку забирает, себе присваивает. Так что будьте аккуратны, это очень важный момент, который нужно пресекать. Пресекать, потому что, ну, это нечестно и несправедливо, так не должно быть, да? Все, что ваше, держите при себе, вот это очень важно. Так, еще момент, я вижу пары. Пара, и здесь якорь. Видите, вот такой вот якорь у нас вышел очень конкретный. И здесь один человек и второй человек. Два человека соединяются в пару. Между этими людьми есть алтарь. Алтарь, понимаете, здесь однозначно это вот про семейность, это про пару. Два человека соединятся в пару. И это в это именно, ну, даже не знаю, как это по-русски сказать, в подносе, да, скажем так, в подносе. Это главное и это правильно. Это самое важное, что у вас впереди, что к вам придет. Именно пара. Пара, любовь, соединение и единение. Понимаете, здесь люди, во-первых, они одним делом объединены, во-вторых, они под этим якорем, они заякорятся. То есть, если вы, например, уже в паре и ваши отношения так себе, да, то у вас по этому якорю прямо пойдет то, что вы
найдете дело, либо обязанность, на которую вы вот прям вдвоем бросите силы, и она вас соединит. Потому что вот этот алтарь — это алтарь вашей семьи, это очаг вашего дома. И это очень важно. Важно его постоянно вот прям поддерживать в нем огонь, чтобы из дымохода постоянно был дым, да? Чтобы было в доме тепло, чтобы можно было приготовить, покушать, и все было замечательно. Так что, мои дорогие, здесь вам нужно понимать, что вот это самое главное, вот самый главный аспект вашей жизни идет именно вот эта встреча, вот это соединение. Так, давайте еще посмотрим. Что важно вам по судьбе, что произойдет у вас, что важно вам по судьбе, что произойдет у вас. Так. Угу. Ну, тут как ни крути, дороги. Здесь очень много важных дорог и важных перемен. Дороги, я у вас вижу, да, они непростые, да, они где-то сложные, да, где-то вам, не хочется, страшно, вы переживаете, но вы должны понять, что это ваша судьба. Ваша судьба осилить одну очень важную дорогу, которая приведет вас просто к какому-то сумасшедшему головокружительному успеху. Этот успех, он, может быть, и не будет каким-то там не знаю, международным, космическим, нет, но он будет для вас очень важным. То есть это именно ваша дорога, когда вы преодолеваете какие-то такие вот сложности по жизни, которые делают вас сильнее и значимее. Здесь я вижу у вас двух людей, которые, из вашей жизни, скажем так, они когда-то вышли, и теперь они возвращаются. Это может быть как друзья, так и близкие, может быть родственники, которые долгое время, например, отсутствовали. Тут они на себе дают знать. Эти люди войдут в вашу жизнь, и они, конечно, ее изменят в лучшую сторону, как будто бы они ее скрасят. Еще момент, человек, который вам, скажем так, предлагает свою помощь, свое участие. Человек особенный, человек значимый, человек вот на пьедестале стоит, да, и вокруг него вот прям очень много людей собирается, все его слушают, все к нему прислушиваются. Очень важный человек. Этот человек появится в вашей жизни, он окажет вам какое-то содействие, покровительство, будет вам помогать. Здесь еще я вижу у вас как будто бы девушка и волк, понимаете, волк воет на луну. Волк... Вообще в Турции это такое почетное животное, да, скажем правильно, не знаю, неправильно, почетное, значимое, да. Это вот из мифов тюркских народов, да, потому что волк у них вот это ассоциация с прародительницей, да. И этот волк, он воет над вами, над девушкой. Особенно вот если девушки и женщины смотрят мое гадание, вы должны понимать, что этот волк это, как символ судьбы, как не знаю, благословение высших сил, оно над вами. И оно даст вам какое-то прекрасное будущее. Если вы, вот, например, за семью, за то, чтобы у вас все было замечательно, у вас будет и ребенок, и семья, и муж, все у вас будет. Потому что волк, он тоже означает еще и плодородие. Понимаете, что мне очень нравится в этом песке? Потому что вот он волк, видно его, да, волк. Вот она, вы сидите прекрасная, он над вами, он вас защищает. И еще над вами вот такая защита, да, вы вот как в домике, да, скажем так, вы под защитой находитесь, под защитой и под покровительством, понимаете, у вас и человек будет покровитель очень серьезный, и плюс высшие силы вас защищают и покровительство вам дают. Здесь у вас буковка М идет, то есть какая-то знаковая для вас буква будет, может, кстати, ваша буква, ваш инициал, либо человека, который войдет в вашу жизнь. Я так скажу, вот кто смотрит это гадание, вы какие-то необычные девушки, женщины, может быть, у вас даже есть способности, например, к эзотерике, к магии, к врачеванию человеческих душ. Почему нет? Это тоже есть. Потому что вы хранимы высшими силами. Все, что происходило в вашей жизни до этого момента, это все был ваш жизненный путь. Вы обретали на этом жизненном пути. Где-то вас учили, где-то вас, наоборот, подтягивали, да, вот, вытягивали, скажем так, из каких-то ситуаций. Но, тем не менее, вот там, где вы окажетесь, это будет ваше истинное предназначение и ваше заслуженное место. Вот так вот, мои дорогие. Я не хочу много тут вам событий рассказывать, потому что
Главное, что я увидела именно в этом песке, чем хорош песок, потому что он дает очень четко вот прям показывает обстоятельства. Вот этот волк, он вас хранит. Еще раз говорю, в Турции вот этот знак, он просто вот прям вау, да, конфетка. После этого вообще ничего не нужно делать, потому что самое главное мы уже увидели. Слушайте, я говорю, мне прям на окно прилетел голубь, представляете? И заглядывает на мой песок. Вот так вот бывает. Так, мои дорогие, буду я заканчивать, чтобы не сглазить эту прекрасную картину. Тут постучу по нашим славянским обычаям. Желаю, чтобы так все у вас произошло, и чтобы вы получили все, что вам предписано по судьбе. Все самое лучшее, самое замечательное, все то, что сделает вас действительно счастливым человеком, любимым и любящим. Пусть поскорее это все произойдет в вашей жизни. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.